Ехали в Прагу, сегодня у нас целый день здесь, мы целый день гуляем. Но с погодкой опять же не повезло, что-то в Праге опять же холодно. Вообще мы сейчас идем по самой дорогой улице Праги. Здесь самые дорогие люксовые магазины находятся. И рядом еврейский райончик. И сейчас приехали на какую-то станцию, но ближе к центру. Я пока понятия не имею, где мы. Но единственное, что хочу сказать, что практически везде в Праге есть русские вывески. Вывески на русском языке. Какая-то реклама на русском языке. И вообще ехали в метро сейчас, как будто ехали в метро в Москве. Русская речь была повсюду просто. Мы разобрались, где мы. Здесь мы уже были. В первый день, когда гуляли. Прекрасное место, откуда открывается вид на всю Прагу. Сейчас я покажу. Вот она, Прага. А вот там есть местная Эйфелевая башня. Посмотрите. Вон она. Проходим мимо собора Святого Вита. Еще раз насладитесь этим видом. Правда, вот на реконструкции видно такая часть. Он просто очень огромный. Очень огромный. Если человек встает на вот эту вот точку, то он слышит самого себя. Я сейчас говорю. Ислам. Ты не слышишь? Я сейчас говорю громко и слышу самого себя. Блин, круто. Просто вот слышишь самого себя. А за счет чего, интересно так? Не знаю. Объясните мне, пожалуйста, за счет чего вот стоишь на эту точку и слышишь самого себя? Печеньки, все пряники мира собрались вот в этом магазине. И просто мега ассортимент. Просто любого вида. А вот и знаменитые печеньки из мультфильма Шрек. Вот это еще одна чешская национальная сладость. Это трдельник, наверное, правильно. Вот они как делаются. И получается такая штука. Сейчас мы попробуем. Трдельник. Или как правильно, не знаю, как сказать. В общем, это тесто. Его разогревают и добавляют туда сахар. Вкусная штука. Это самая узкая улица в мире. Тут даже есть светофор, потому что два человека здесь никак не вмещаются. Мы сейчас идем по этой улице. Ну, в принципе, я вмещаюсь, но два человека здесь могут разойтись, если только вот так. Хотим пройти обратно, но вот горит красный. Вот идут люди пока. Вот здесь есть кнопка. Лиль, вот кнопку нажми, если хочешь пройти. Так, загорелся зеленый. Так, вновь трдельник. Огромный трдельник. Вот они делаются. Горяченькие. Сейчас мы находимся на одном из самых древних и самых популярных мостов Европы. Это Карлов мост. Это пешеходный мост, где огромное количество туристов. Все обязательно проходят через это место. И, конечно же, отсюда открывается прекрасный вид на Прагу, на эти домики с красными крышами, на теплоходы, которые плавают здесь. И, кстати, вечером мы тоже будем здесь проплывать, видимо. И очень много различных скульптур. Вот, смотрите, это танцующий дом, который находится в Праге. Такая вот необычная архитектура. Вообще, это офисное здание на самом последнем этаже. Там находится ресторан. Вот такое вот интересное решение, которое тоже привлекает внимание. Прогулка по Праге потихоньку подходит к концу. Мы просто идем по улице. Казалось бы, обычная улица, но унитаз. Кто-то выкинул из окна унитаз, и, ну, я не знаю, по-моему, это очень смешно. Кто-то рассердился на унитаз. Всем привет! Вот так неожиданно я уже в Казани. К сожалению, не смог доснять видеоблог в Праге, потому что немножко приболел. Сейчас мы уже прилетели обратно в Казань. Второй этап нашего проекта закончился. Надеюсь, вам понравился видеоблог, который я вел. Ну, а для меня, как для участника, были очень полезные знания, все люди, все встречи, которые были в Солят Prague School. Хочу выразить всем огромную благодарность. Всем спасибо. Мы в Казани. Пока.